Второй том посвящен ватным елочным игрушкам. Советские елочные украшения. Каталог том 2. Тут Москва, 2020 год. Тоже книга, подписанная авторами. Авторы: Балашова Елена, Прибыткова Алла, Балашов Вячеслав и Прибытков Дмитрий. Они для нас выпустили 2 тома. Первый том был для стеклянных елочных игрушек посвящен, а второй том посвящена советским елочным украшениям из ваты, синели, мягких игрушек, мини-масок и подставочные фигуры. Тоже книга очень интересная. Давайте начнем. Вот тут тираж написано 1500 экземпляров. Авторы и типография. Книга издана в Москве в 2020 году. Давайте взглянем на содержание, что тут у нас есть. Артели Москвы и Московской области. То есть первая часть книги посвящена полностью артелям. Артелей очень много, как видите. Да? Потом идут артели Ленинграда, Изакульт, Культ игрушка. Потом пошли корзиночки, игрушки из синели, мягкие игрушки, игрушки на шишках, формованные пряники, формованная игрушка, игрушки веретенной намотки, кукольный карнавал, подставочные фигуры. И начиная с 284 страницы идут статьи и материалы. Конечно же, тут в самом конце есть значение ценовых показателей, по которым можно определить стоимость какой-то игрушки, той или иной игрушки, и список использованных материалов. Вот, артель детских игрушек Горький. Тут очень много исторических материалов, кладезь информации с фотографиями авторов. Вот, видите, это уникальные материалы, которые можем лицезреть только в этом каталоге. Столько много информации собрано тут, прямо поражаюсь. Работники артели игрушка. Благодаря этой книге теперь многие увлеченные люди будут уже знать, кто автор, какая игрушка в каком году издавалась, из каких материалов. Это все здесь подробно описано. Вот видите, все это надо подробно перечитать. Тут Старовойт есть. Чернова Валентина Павловна. Вот такие вот авторы. Артель елочная игрушка Москва. Начинается с елочной игрушки Москвы. Мы видим на первой странице игрушки, выпущенные к 20-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Для увлеченных людей очень пользующиеся спросом игрушки. Для меня это тоже как бы только начинающийся этап в собирательстве, так скажем. Вот смотря на эти игрушки, я уже понимаю, насколько много еще есть к чему стремиться. Вот насколько много игрушек еще предстоит поискать, что из них посчастливится нам найти. Артель имени Шаумяна, игрушки из ваты горячей штамповки, вот, комические грибы, чего тут только нету. Все фотографии очень красочные, очень подробные. Артели Ленинграда 36-41 годов, 37-41 годов. Вот. Первая часть, она распределена по артелям, то есть атрибутировать игрушку можно будет очень удобно, да, вот сразу посмотреть и определить. Тут и год написан, и цены написаны, все, вся информация здесь есть. Есть раздел формованных игрушек. Формованные игрушки — это игрушки, которые с помощью формочек делались.
Мини-маски, вот как делали, да? Интересненькие такие. Кукольный карнавал, подставочные игрушки начались. Вот наши всеми любимые Деды Морозы, Снегурочки. Но это 30-х годов Деды Морозы, допустим. Все подробно описано, все красочно, все великолепно. Вообще шикарная книга, шикарная книга. Видите, древесно-опилочная и бумажная маска. Все подробно описано. Какие материалы использовали. Шитые даже есть, оказывается, Деды Морозы. Я много чего для себя открываю впервые. Подставочные фигуры Дедов Морозов. Фигуры из ваты идут. Фигуры из дерева даже идут, вот смотрите. Потом идут фигуры из фарфора и фаянса. Вот такие вот. Фигуры из гипса идут. Такие гипсовые Деды Морозы. И фигуры из разных материалов. Такое обилие информации вы найдете только в этих книгах. Вот даже здесь есть раздел из колкого пластика. Я вот эту фотографию сразу заметила, поскольку у меня в детстве были такие фигурки, которых я, конечно же, к сожалению, утратила. Помню, что в глубоком-глубоком детстве папа привез мне такие фигурки. А они, оказывается, сейчас коллекционные. Видите, это из колкого пластика. Автор Шибаршина. Москва. Ну, мечта, да? Когда-нибудь найти и собрать эти игрушки заново. Вот. И здесь пошли уже исторические материалы. Как они издавались, какими авторами, какими артелями. Вот. Какие фабрики, какие цеха у них были, что выпускали, в каком году, как утверждали. Все это здесь есть. Вот это все подробно написано. Фабрики и заводы, история авторов с подробными фотографиями и вот с описаниями. Даже вот есть, какие игрушки входили в тот или иной набор. И огромное спасибо нашим авторам, семье Прибытковых и Балашовых, за проделанную такую трудоемкую работу, что предоставили нам такую возможность уже узнать и атрибутировать свои безымянные игрушки. Первый и второй том каталогов «Советские елочные украшения». На этом я завершаю свой сегодняшний сюжет. Всем спасибо за внимание и всего вам доброго. До новых встреч!